Значит, на прошлом уроке мы с вами проходили тему испарение и конденсация и влажность воздуха. Значит, я вам давала на дом параграф 34 и просила, чтобы вы законспектировали часть этого параграфа по теме относительно влажности воздуха. Урок начинается, как и обычно, с проверки домашнего задания, как действует закон Кюри и что изучает термодинамика. На эти вопросы школьники отвечают без проблем. Еще бы, подача материала от Людмилы Магомедовны завлечет каждого. Учитель физики и астрономии отдала своей работе 46 лет. Она отлично помнит тот весенний день 1972-го, когда закончила сама выпускной класс. Когда я выбирала профессию, я думала, мама просила врачом, папа ничего не говорил. Я так думала, ну вот врачом или вот пойти все-таки физика, математика мне ближе было, чем химия, биология. Поэтому я выбрала именно учителем. Я считала, что строителем, как отец, пойти. Но опять это я видела, как я часто мыла его сапоги, которые он ездил по всем объектам, эти растворы, это все. Я думаю, ну девушка это как-то не подходит. Поэтому я выбрала учителем. Учителя, я считаю, хорошая, достойная профессия. Передавать свои знания и любовь к предмету. Физика – наука точная и не терпит изменения, признается наша героиня. Но именно от учителя зависит, насколько она будет доступна для ученика. Именно поэтому Людмила Манкиева постоянно развивается и изучает новое. Женщина уверена, педагог перестает быть таковым, когда он перестает учиться сам. Все меняется, и надо хорошо понимать, быть, как сейчас говорят, в тренде, вместе с учениками того, что вокруг нас происходит. Вот поэтому, конечно, современные технологии, современные методы обучения, они, я считаю, что должны входить в наше вот образование. Законы, которые мы проходим, конечно, они те же самые, которые 200 и 300 лет. Там закон Ома, закон Джоуля-Ленца, они не меняются. Но преподнести их можно по-разному. Этот год объявлен президентом страны годом педагога и наставника, и для Людмилы Манкиевой он обещает быть насыщенным на события. Сейчас она с гордостью носит звание наставника. Именно поэтому решила принять участие во всероссийской акции Минпросвещения «Учить, вдохновлять, развивать». То, что ты знаешь, то, что ты умеешь, ты можешь показать и другим. И вот показать и свою школу, и показать свою республику. Это же все очень важно. Я считаю, что это продвижение престижа нашего, престижа нашей школы, престижа нашей республики. Если там кто-то займет из наших учителей высокие места, это будет, я считаю, очень здорово. Несмотря на то, что физика не такой же простой предмет, каждый с нетерпением ждет урока Людмилы Магомедовны. Начиная с теории, заканчивая практикой, нелюбимой части нет. Но это не единственное, за что школьники уважают ее. Мой педагог Людмила Магомедовна по физике очень умный, мудрый человек. Он преподает в нашей школе очень давно, преподаватель со стажем. Он поделился со мной не только знаниями, но и рассказал о жизни. Он наставил меня в трудные мои минуты на правильный путь. Он дал мне очень важный совет, за что я очень благодарна. В общем, для меня это очень важный в моей жизни человек. Достижения ее учеников говорят сами за себя. Многочисленные победы на различных олимпиадах и конкурсах, высокие результаты образовательной деятельности и успехи выпускников подтверждают статус школы, а некоторые и вовсе пошли по ее стопам и теперь работают вместе с ней. И на ее уроках мы погружались в мир физики. Это были не просто формулы, это не просто были какие-то, как сказать, такие какие-то теоретические знания, но это и были какие-то практические работы. И нам было очень интересно, и мы на каждый урок шли с большой радостью. У нас всегда возникало много вопросов, мы пытались читать какую-то дополнительную литературу, стали смотреть цикл передач «Очевидное и невероятное» с известным нашим ученым Капицей. Свой опыт она передала не только ей, но и многим другим. Сегодня в каждой школе трудятся десятки учителей, которых можно отметить за их неоценимый ежедневный вклад в дело воспитания личностей. Сначала были наставники у меня,
когда я только начинала после института работать. Это были мои любимые учителя, они мне помогали, меня поддерживали во всех трудных моментах, объясняли ситуацию, как надо себя вести и что, как выходить из того или иного положения. А потом уже стала я педагогом-наставником. И для меня очень важно, чтобы те люди, которые приходят в школу, чтобы они здесь оставались, чтобы они не пугались первоначальных трудностей и не терялись в этой суматохе, школьной суматохе, вот, чтобы подсказать им, что это не всегда так бывает, что один день не похож на другой, что после, как говорится, темной полосы наступает светлая полоса. Миссия года – это признание особого статуса педагогических работников, в том числе и выполняющих наставническую деятельность. Впереди у Людмилы Магомедовны и ее подопечных подготовка к единому госэкзамену. Хава Гагиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.